вместо того, чтобы проводить каникулы и отдыхать детям, они каждый день ходят в школу и пытаются выяснить, будет ли объединение школы, куда они 1 сентября должны идти. Родители и школьники начали скучать о 133-й школе, еще ее и не закончив. Слух о слиянии 75-й гимназии и увольнении директора всполошили родителей и учеников. В ход пошло письмо министру образования. Против объединения школы. Все за нашего директора, за наших учителей. Там совсем другое обучение. У ребенка получается стресс на данный момент. В конце учебного года ни одной информации о слиянии. О том, что в управлении образования занялись математикой и приплюсовали 2 школы, стало ясно после ответа от уполномоченного по правам ребенка. Сомнения развеялись, но возникли вопросы. Должна была пройти экспертиза целесообразности реорганизации данных 2 школ. Мы не слышали и не знаем, каким образом, была ли она, не была ли она. Расстояние между 133-й школой и 75-й гимназией примерно километр, но ни одной из сторон. До сих пор непонятно, кому из учеников придется продумывать себе новые маршруты и преодолевать дополнительные участки дорог. Директора нет, я никаких интервью вам дать не могу. Ну, у вас все равно есть информация. Нет, никакой информации нет. Постановление о слиянии издали накануне, как нам заявили в отделе образования Московского и Кировского районов. Для учителей и школьников новшеств будет мало. Причина, как оказалось, проста. Школа 133 рассчитана на 800 школьников, а учится наполовину меньше. Содержать это здание тоже уже неэффективно. Это во-первых. Во-вторых, 10 класс у них в этом году опять не набирается, потому что из всего выпуска 9 класса согласились продолжать обучение только 14-15 человек. Таким образом, планируют разгрузить 75-ю гимназию. План на 2 года – сокращение 2-й смены. С 1 сентября все будут учиться в своих прежних зданиях, но под одним номером 75. Альбина Миневаева, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань.